В начале 50-х годов в селе Хамидия, в котором я родилась, и которое находилось на границе с Ингушетией, во время свадебных и других мероприятий ближе к ночи приходили ингуши. Они были в лохматых попахах, ни с кем не разговаривали, ни с кем не здоровались. У них были свои секреты с хозяевами. Они принимали участие в торжестве, танцевали, для них специально исполняли обреческие мелодии. Так происходило каждый раз. Все знали, что они обязательно придут. Это уже было в порядке вещей. Этими гостями были люди, которых властям не удалось депортировать и которые много лет вели партизанскую войну с НКВД. Все в селе понимали, кто они и чем им грозит такое знакомство. Понимали это и сами абреки. Поэтому они ни с кем не разговаривали, а приходили отвести душу, танцуя родную кавказскую лезгинку, которая на ингушском языке называется халхар – танец тяжелых времен.